Кия мама половиккез, стане скеречак да чак, а ну кът прджур те виксе, къчи зыбка на чап. То куча зягът гърдътас, то мучиша свеж юка, соде оджлань басък шъртис, бидош къбър нош къб. Вот и Джорджа не ольсалим, юг дискеркун быдес. Быть широк, быть тошинялы, чочком, гад, зеленый лес. Но комам кишав чаркиез, баса Джорджа распитав, золотые штенаткиез. Они кокета мычал. Маш ты, горатущ, уй, жагани кыджиющ. Кокон топ, киен шок, абу горе, абу шок. Отирваноламнес, кыщаны джиксонисес, и не кычен сонисос вернумуннетнес. Не пиротсалам это мэдло, быть там, да вилы там это мэдес. Сиджи аркман, уланван, дыра. Минчимая шуйса, синельщик Егор. Все обычно макращитесь защелетись дыра, но лана сыланезве волькит, и один соццентр над тебе эзво сясачам быджит мордан, и это юж, как заменчим вещь. Сначала чешком ткань вас мы набиваем вапа. Ну, рисунок, аджатесом чем рисунок, миссии коштама в течение суток, а потом уже одеваем на баран и вечером вот эти кубас.
на 15 минут семи ведем, потом через 15 минут все вептом, и мы ведем процесс. Все петы сначала зеленый, а потом уже на глазах все уже вызыто. Если мы захотим более темный жика, мы все еще отпурить ведем и кубас. И снова ведем 15 минут, и уже вытаскиваем, и потом уже можно будет через 15 минут постирать, высушить и прогладить. Верман вишташната мы вот вся вообще куб. Мы сача пыракшим ингредиенты сычуама. Кубас это ва. И пыра сача индиго. Ну, сачин керамный раствор, получается индиго, пук там известковая паста и железный купорос. И все. Это получается, мы все размешиваем, и в течение суток все, конечно, куб такой вечно, что вся бощись. И уже потом керн покраска. Она не кращитин. Она не кращитима. Наверное, платков 50 уже точно кращитима. Вот дал мне конкурс, и получается верховой набойка и вот кубовый, вот это мен процесс. И а кубовые набойки сейчас набивают, а через несколько часов мы будем всех красить. Сашу, это Мессия. Ой, вы чё-то? Синельчик из Курася. Да ему завтра Егорушка. Не кинули где сёску. На маму сюда помена мастер Сая. Ведь великий мой синель на сокольню. Сашу, если кламет снечка. І отже сек синельщик Егор уджавный мыслен. Тоет ми родитель из морта скаткера. Медбасык, да медмича дубас. Некин лынцачым сокруга сезвым. Каркажали слаптиха, Егор щучса. То вижертись. Буржик мастерса и кошину осков. Я участвую так как мастер, потому что это процесс, это учится метода, не отборни, это чему сокери священ. Майта. Подимика петас, аслам внучки зла, дубассы зла била. Мне бег считал, что еще но кола, конечно, сноровка. Кола тотно, мунда краска собочно, потому что краска сневна унаев, ся рисунок зло не четко и ся расплывается. Короче, мечтала. Вот. Ну и, конечно, басок же это ужас, кор ще раз продуманный. Откудешь бы пондылам керно, откудись и чапита кар. Каждый ужас зло ащама.
Мы участвуем в конкурсе, конкурс дилетанта. Вот, Киречем салфетка. Вот. Этом конкурсе мы первый раз участвуем. И вот что там? Сейчас скажем результат на обед. Но я думаю, это салфетка с этим лучшим. Отжиг, чому ж це едекер вива? И это первый раз. Работа, можно мечтать. Глініччя? Один глинича. Один басок, бычев салфетка спета. Я думаю, что мы все больше горда. И он вечным сочами стан, который вот что украшаетесь. Мы участвуем впервые, и мы один глиничис. Но есть вообще как немкерн. Просто пояс краска чуть-чуть только там, чтобы узор получается из мазача. И это будем блинчить. Я сегодня нахожусь в счастливой ситуации. Я не просто на фестивале «Бойкая на бойко», я в составе жюри конкурса, который проводится как раз вот на этом замечательном фестивале, посвящен традиционному ремеслу и даже промыслу коми-пермяков на бойке. Конечно, честно признаюсь, работать в жюри такого конкурса было очень непросто, потому что даже подмастерье, у нас было 3 номинации, подмастерье, дилетант и мастер. Даже дилетанты и подмастерья – это люди, которые понимают, что они делают, которые знают толк, во-первых, в набойке, во-вторых, чувство вкуса им не изменяло. И поэтому задача наша была непростой. И хочется сказать, что такие конкурсы, даже небольшого формата и в рамках, скажем, крупных мероприятий типа фестиваля, они очень важны. Потому что это все равно стимулирует людей к участию. Иногда мастер-классы не всегда являются таким серьезным стимулом. Радует, что люди вдумчиво относятся к тому, что происходит, начинают разбираться в штампах, какие где бытовали, потому что мы понимаем, что данный вид промысла, он очень локален. И косинская набойка принципиально по рисунку, по цвету отличалась
отличалась, например, от Архангельской или Кудымкарской. И вот сегодня в конкурсе мы это почувствовали, что даже молодые набойщицы очень тонко подбирали орнаменты, старались придерживаться некоторых традиций. И это и нами было учтено в оценках мастеров. Хочется пожелать, чтобы конкурс был, чтобы он развивался, чтобы бойкая набойка окрепла в селе Архангельском. И, в общем, всяческих благ, конечно, людям, которые в наше непростое время находят время, средства, интерес заниматься подлинным, традиционным, коренным. И, в общем, это здорово и радует. Несмотря на то, что конкурс впервые проводится, все-таки в каждой номинации было достаточное количество участников, и поэтому нам удалось распределить прям первое, второе место в каждой номинации. И, например, в дилетантах у нас даже случился спор, потому что, конечно, важно было, как люди относятся к цвету, выполняя набойку, как люди относятся к расположению штампа на поверхности. Потому что иметь штамп и краску, это еще не значит сделать хорошую набойку. Кроме того, нами учитывались такие моменты, как четкость рисунка, плотность примыкания штампа к ткани. То есть эти все тонкости, они в итоге влияют на изображение, которое мы впоследствии видим.